Запись идет. Сори. Альхамдулилля. Точно, блядь, сегодня меня, сука, на улице шарабился, продуло. Извиняюсь. Альхамдулилля. В сентябре 1708 года уфимский воевода сообщил, что от каракалпакского хана Тевки к ворам башкирцев, вначале к вору Алдару, пришли посланцы проведывать, что у башкирцев учинилось с русскими. Служилые люди, которые еще продолжали разъезжать по башкирским властям, приводя население к присяге, сообщали, что башкиры не томко. Блядь, возьму в руки нахуй. Какие-то слова непонятные нахуй. Сука, вроде бы увеличиваю даже. Прочитать не могу. Что башкиры не томко не шартовали, но и сами на силу уехали. А сказали, что где им не досуг ныне шартовать для того, что где идут к ним каракалпаков 20 тысяч. Ну, нихуя себе. Забегая вперед, скажем, что расчет на Тауке хана, как и вообще на казахских тука-тимуридов, не оправдал себя. Принятие башкир в свое подданство грозило им серьезным осложнением отношения с могущественным московским царством и не приносило почти никакой материальной выгоды, сравнимой, например, с данью, получаемой от населения присырдаринских городов. Мало того, строптивые и непокорные башкиры подчинялись бы казахским ханам лишь номинально, сохраняя за собой полную свободу действий, даже на совершение набегов казахские улусы. О, ответ видите как? Теперь я понимаю, почему Казахстан сам по себе, башкортлар сам по себе. Понимаете смысл? Без башкирятардан халак тугель. Изначально с прошлого года пиздел, что когда еще я себе свою рожу не показывал, я говорил, блядь, буйсынырга тугель, дейт, мен сізге юз айттым нахуй. Мен Аллаға шүкір, өмір бойы нахуй, мен буйсынырга тырышмадым бір кімге нахуй. Хоп-хоп дем да, а менге киркет дем нахуй. Я вот такой, блядь. Не знаю, меня так воспитали, блядь. Я или может сам себя воспитал, так хуй его знает. Но у нас в Андижане, аки-аки, мы даже младенцам говорим на вы. Мы относимся, с одной стороны, уважительно. У меня вот примерно такое воспитание было, по крайней мере, до какого-то периода. Но имеется в виду, блядь, нахуй, буйсынырга, блядь, вот реально я вам скажу, это мофтану тугель, буйсыналмин, блядь. Буйсыналмин никак, нахуй. Не могу, блядь. Понимаете, вот явно, блядь, вот здесь конкретно этой хуйни и описывается, что, блядь, буйсуну деген нарсаю, башкортларда, блядь. Буйсуну деген нарсаю, блядь. Но хазырга, холод, блядь, который сейчас внутри, блядь, они, так скажем, как тут написано, номинально буйсанганлар. Номинально. Но, манкуртам это не относится. Манкурты, они уже, так скажем, блядь, родились такими уже предателями, да, так скажем, блядь. Но вот те, которые себя считают башкиртами, считают, что они, хоть и татары с Башкортостана, они буйсуну нарсана бельмешек, бельмескетишля, по крайней мере, сравнивая себя, блядь. Потому что, ну, я не знаю, блядь, нахуй, так скажем, блядь, нахуй, проглотить, блядь, свою вот эту непокорность, я не знаю, блядь, это тяжело, нахуй, блядь. Как это может человек проглотить это, нахуй? Это, я не знаю, себя не уважать, получается, значит. Если тебе дают давление, и ты как-то проглатываешь это, нихуя. Вот поэтому, нахуй, наверное, меня и хуярили в армии, блядь, нахуй. Потому что куда хуя, блядь, говоря, нахуй. Хоп-хоп, иди нахуй, короче. Вот такая хуйня, до меня постоянно доходило, блядь, пиздило, блядь, вот это, блядь. Поэтому я не знаю, блядь, тяжело. Нет, это психологически тяжело, что, блядь, нахуй, кто-то тебя хочет нагнуть, нахуй, да, грубо говоря, да? Вот, типа, бармалонакал, блядь. Чем сильнее меня, нахуй, я, блядь, монокалрака, лама, калыма, нахуй, иди нахуй, вот и все, блядь. Коротко и ясно, блядь. Адрес указан, блядь. Шулай. И в итоге, читаем дальше. Но тут самое интересное, что с могущественным московским царством, блядь, вот этот момент меня, блядь, тоже уже, блядь, начинает накалять, нахуй. Там, блядь, нахуй, турки сказали, что вась-вась, нахуй, с русней, блядь, крымские сказали, и тут казахи тоже говорят, что они с Москвой вась-вась, нахуй, и поэтому что-то не хотят помогать, смотри, что-то не хотят помогать, сука, пробило, блядь, меня что-то. Мало того, строптивые и непокорные башкиры подчинялись бы казахам ханам лишь номинально, окей. Сохраняя за собой полную свободу действий даже на совершение набегов в казахские улусы. Поэтому Таукель хан лишь проведывал, что у башкирцев учинилось с русскими, не испытывая ни малейшего желания брать башкир под свою опеку. Вести о том, что башкиры идут 20 или 40 тысяч каракалпаков, как покажут дальнейшие события, были не более чем слухами, распускавшимися повстанцами для устрашения властей и колеблющихся соплеменников. Поэтому самым важным второе примечание будет прочитаем. Видимо, казахский хан Тауки был в то время одновременно и ханом каракалпаков. Написано, видите как? Тут получается, каракалпакский хан тоже, получается, был Тауки. Короче, вот куда они ходили, Сибирь, получается, там, получается, казахский хан Тауки над каракалпаками тоже был ханом, если это правда. Поэтому, ну, книга же правдивая. Поэтому самым важным в сентябрьском соотношении уфимского воевода было следующее. И к Алдару почали башкирцы съезжаться, а Ясяку платить старого и мысли их нет, поскольку надежды на помощь казахов оказались тщетными. Понимаете? Вот здесь уже удар в спину, блядь, называется. Ну, по идее, сейчас в 21 веке тоже самое в таком же дерьме живем. Тухайка такой же. Как это Тауки, блядь. Тауки и Тухайка один хуй, блядь. Я так понимаю, блядь. Алдар-Батыр решил призвать султана из числа традиционно башкирских сюзеренов, шибанитов Кучумовичей, живших среди каракалпаков. 3 ноября уфимский воевода докладывал по подговору вышеподписанного атамана башкирца Алдара: идет каракалпакская много сила в Уфимский уезд, и тут Алдар поехал встречать. В начале 1709 года стали приходить разноречивые известия. Так, кунгурский подьячий Василий Акамоев сообщал башкирцы, где Айдар посылал каракалпаки сына своего, и привели каракалпакские силы башкиры на Ногайскую дорогу 40 тысяч. Пришедший в Белоярскую чеченскую слободу башкир Катайский вовсе Атаяк Назаргулов сказывал: из Каракалпак на Ногайскую дорогу пришел посол Табурчуков, сын Каиб Салтан, 25 лет, а с ним 56 человек каракалпаков. А пришли где они по отсылке той Ногайской дороги башкирца Айдарбая и Кучука Батыр с товарищи, и Айдар Дебай и Кучук Батыр, то есть Кучум Батыр, и все башкирцы Ногайские и Казанские и Сибирские дороги, которые воровали и воевали русские слободы в прошлом 1708 году, а посла Каиб Салтана многие куран целовали на том, что вместе в Сибири, слободой и деревне воевать. Упомянутый в документе Каиб Султан Табурчуков был Шибанидом Кучумовичем, которого казахский Тауки хан поставил во главе каракалпаков. Короче, во главе каракалпаков был Ногай, вот этот Кучум Батыр. Кучум Батыр, по идее, был нагайцем. Ногай был гану, и, получается, над каракалпаками. А над ними стоял казахский Тауки хан. Короче говоря, над друг другом были еще хозяева, короче говоря. Кучум Батыр был шибанидом, шибанидским чуваком, короче. Ну, Ногай шибанидский. Ну, шибаниды
В Узбекистане, что ли, получается это? Вот получается оттуда, что такое связанное. Однако дальнейшие события были сродни появлению тени отца Гамлета. Ёпта, что за нахуй. Майор Дмитрий Угрюмов, сидевший в Катайской остроге, и приказчик Белоярской слободы Григорий Шарыгин, блядь, Григорий Шарыгин, блядь, вспоминаю прям Шуригину, нахуй, Шуригину эту, шлюху, Шуригину, блядь, вспоминаю. Нахуй, которая, блядь, что-то там, блядь, помните, блядь, по телеку выступала, блядь, Шуригина, блядь. Сообщили, Григорий этот Шарыгин, блядь. Шарыгин сообщили в Тобольск, что пришел на Ногайскую дорогу по подзывке башкирцев же Айдара в товарищи из Каракалпаков. Кучукхан во многой силе воевать Сибирь, и который для башкирцев в прошлом 708 году, тут видите, Каракалпак и Кучукхан. Кучукхан, что, Каракалпак был, что ли? Там, блядь, Ногай, блядь, тут Каракалпак, хуйня какая-то. Во много силе воевать Сибирь, и которые для башкирцев в прошлом 1708 году подходили под сибирской свободу, те все уехали на Ногайскую дорогу. Данное известие содержит в себе два важных момента. Во-первых, если верить словам русских чиновников, в Башкирию прибыл из Каракалпаков, провозглашенный еще в 1662 году ханом Башкирии царевич Кучук, отец святого султана Мурада. Сори. Хотя, по показаниям последнего, его отец давно погиб на войне от Аюки хана. Получается, Кучук хана, отца убили, получается, давно эти, блядь, вот эти, суки, калмыки, блядь. Во-вторых, башкиры сибирской дороги, которые в 1708 году подходили под сибирские свободы, зачем-то все уехали на Ногайскую дорогу. Объяснение проходивших событий можно найти в отписке казанского губернатора Апраксина в разряд уфимской, где башкиры все... Блядь, сейчас, секунду. Хрень это. Это, блин. Объяснение проходивших событий можно найти в отписке казанского губернатора Апраксина в разряд уфимский, где башкиры все были в прежней измене и упорстве и дани себя никак не давали. И из них, где пущие изменники, Алдарка с товарища призвали к себе из Каракалпак воровского хана, Хазея. Блядь, я хуею, воровского хана, блядь. Вор-закон, воровские, блядь, нахуй, понятия, блядь. Оттуда, что ли, вышли, блядь? Вор. Этих башкирцев всех ворами называли. Я хуею, блядь. Суки, да? Кликуху дали, воры, блядь, на законе, блядь. Башкирцы воры в законе были, блядь. С теми воровскими башкирцы в тех башкирских юртах от Уфы ездуют в 5 днях в урочищах Юрматинскую волость. О, Юрматинскую волость моих предков. И многие где башкирцы по прелести тому хану с тем алдарком шерстовали. Словом, башкиры сибирской дороги приехали к башкирам Ногайской дороги для церемонии провозглашения очередного хана Башкирии для присяги ему. Башкиртан Үздарина хан по дороге регионар. Үздарина хан, патша. Поднятие хана происходило в Юрматинской волости, вероятно, у священной горы Туратол. Нового хана звали Хазей, то есть Хаджи. И он приходился покойному Кучукхану либо сыном, либо братом. Апраксин писал Петру Первому, о которой есть упущие в измене, стоят и привезли из Каракалпак несколько воровского султана, тому, который у нас в Казани за ребро повешен, называют братом. То есть, по утверждению Апраксина, Хаджи хан приходился Мураду Кучукову братом. Власти были встревожены этими известиями и рассылали по сибирским гарнизонам острогов и слобод прочетные памяти, чтобы держать ружье во всякой готовности, безоплошно. Однако опасения властей о приходе большого войска со стороны оказались напрасными. 22 февраля 1709 года казанский губернатор Апраксин писал Петру Первому: «Премилостивейший государь». Ой, блядь, километр букв нахуй, блядь. «Премилостивейший государь», блядь. Сука. О башкирцах, собственно, вашему величествию доношу. Уже 3 года до меня и ныне стоят злодействующим упорстве и воровстве, и ныне по призыву от них знатного вора, то есть Алдар-Батыра. Приехал к ним из Каракалпак никакой вор, будто ханов сын, то тому, где, что у нас кажнет, то есть казнен, дядя или брат, и прежде до меня, и у них врали, будто он пришел 20 тысяч, а ныне я подлинно проведал, что с ними меньше 100 человек. Видите, как стучали они нахуй, царю сразу, блядь, доклад нахуй, как этот нахуй, Соловьев, Скобеева нахуй сразу, шептуна нахуй пускают, блядь. Как видим, надежды Алдар-Батыра на военную помощь Каракалпаков также не оправдались. Если в прежние годы по призыву Башкир-Сибирской дороги отдельные отряды казахов и Каракалпаков ходили грабительские набеги под сибирскую свободу, то когда речь зашла о реставрации Кучумова царства, никто из них не захотел участвовать в этом деле. По всей видимости, казахская знать просто не желала вмешиваться в политические проекты Алдар-Батыра, таившие потенциальную опасность союза России и Джунгарии против казахского ханства. Вот вспомнил джунгары. Потом, забегая вперед, должно быть так, что казахам придут джунгары. И, как говорится, их стряхнут, пиздец, как стряхнут нахуй джунгары казахов. Вот тогда-то и вот эта хуйня. Бумеранг нахуй, понимаете, бумеранг, блядь. Я сейчас просто забегая вперед, я вам про джунгаров вспомнил. Джунгары это нахуй какие-то ебаные монголы какие-то нахуй, блядь. Отпрыски монголов нахуй каких-то. Монголы и китайцы, блядь, какая-то поебутина, которая напала на казахов и стряхнула их по полной программе там, блядь. Понимаете, в то время уже не было, блядь, нахуй. В то время не было братства, понимаете, чувствуете? Чувствуете историю? Какой нахуй сейчас братство, блядь, нахуй? Блядь. Сейчас только деньги брать. Деньги брать. Брать деньги есть? Акча, иди нахуй. Так, идем дальше. Таивший потенциальный опасность союза России и Джунгарии против казахского ханства. Поэтому Тауки хан, фактически правивший в это время обоими народами, мог запретить всем каракалпакским султанам, бием и батырам вмешиваться в башкирское восстание. Лишь родственники казненного в Казани святого султана Мурада, вероятно, находившиеся не в удел у казаховшихся в степи, откликнулись на призыв Алдар-Батыра. Однако с собой они смогли привести не более 100 человек. Провозгласив хана башкиры, Ногайские и Сибирская дорога пошли во много силе воевать Сибирь. Как говорились выше, их было около 5000 бойцов. Этих сил было явно недостаточно для реставрации в Сибири династии Шибанидов-Кучумовичей, и тем больше исламской реконкисты. В Зауральской слободах был расквартирован Драгунский полк, а вскоре прибыл еще один конный полк из Тобольска. Десятков острогов, слобод и деревень проживало несколько тысяч казаков и крестьян, из которых были сформированы многочисленные отряды вольницы. Таким образом, общее количество правительственных сил было сравнимо с численностью повстанческого войска, однако в распоряжении первых были многочисленные укрепления с артиллерией в них. Все это давало властям несомненное преимущество. Когда говорится здесь о 5000-тысячной армии, получается, значит, мы, как я и говорил, минимум 50 тысяч мы должны, значит, делать. Понимаете? 50 тысяч это уже какой-то, так скажем, блядь, нормальная тема, которая может, блядь, получается, остаться и внутри пограничных территориях Башкортостана, чтобы, блядь, откуда-то не прилетели. Само собой, нижняя сторона, я думаю, может быть, помогут казахи.
А вот боковушка, блядь, со стороны Бурятии, там будет опаска, блядь. Потому что оттуда могут в данный момент, в 21 веке, если мы сейчас заходить будем, могут припиздануть, нахуй, эти, сука, ебаные, нахуй, Ким блядь, нахуй, корейцы, недотепанные, нахуй, блядь, эти, нахуй, в лаптях, которые ходят, отсталые корейцы, нахуй, понимаете? Эти пидоры могут припиздануть, блядь, оттуда. Поэтому у нас так скажем, восточная сторона пиздец открытая. Поэтому если даже заход будет с Кувандыка и идти на Москву, у нас будет геморрой жесткий, что у нас больно сильно открыта эта сторона, блядь. Поэтому нам минимум 50 тысяч, блядь, должно быть войско, блядь, которое расхуярит, блядь, эту Москву. Но в идеале, если мы не заходим с Кувандыка, получается, мы идем, блядь, как я вам описывал, через Крым и пошло-поехало, нахуй, блядь, в ту сторону, блядь. Там уже у нас будет конкретно суть внутренней тематики, так скажем. Никого мы не трогаем, нахуй, не лезем ни в Казахстан, ни в Грузию, ни Армению, ничего у нас, нахуй, ничего не задевает. Мы идем по своей территории России, как говорится, до Башкортостана. Поэтому для нас, так скажем, и 50 тысяч, если на этот путь мы идем, то и 50 тысяч, быть может, будет мало, потому что пробиться через эти дороги, так скажем, внутри России очень будет тяжело, нахуй, очень. Потому что везде будут, само собой, если тут, как говорится, укреп составы, блядь, а там укреп, сами понимаете, на каждой, блядь, так скажем, блядь, остановке, нахуй, там у них эти стоят, ебаные КППшки, блядь, и всякая хуйня, блядь, нахуй, ментовские, блядь, эти, блядь, так скажем, блядь, ну, ментовки, короче, так скажем. Хотел сказать, вот эти, блядь, оружейки, блядь, как в армии. Так, что? Все это давало властям несомненное преимущество. Окей. Тем не менее, Хаджи хан, прибывший в Сибирь, стал вести себя не только как представитель законной династии, но и как гази, то есть борец за веру. Он издал фирман, подкрепленный печатью Каиб Мухаммад Бахадур хана, молюся ему, единому Богу, сотворившего всего света, небо и землю, и всем пророкам и угодникам его от отлученного его лукавого врага, зла и молю Бога за них, которые веруют единому Богу и пророкам и угодникам его после того было им ведомо. Который к вам приехал хан Хозей, и князья по совету 7 юртов, согласясь, с совету послан из 700 тысяч людей, покамест мы приедем, верных и неверных разберите, а верные особо живите, а будет вам так не жить, сами себе на свой грех пеняйте. И после этого ведомо было, как я вам говорил, это какой-то ебанутый язык, приходится подстраиваться, блядь. Казань был Шигалея хана, юрт, а Уфа была Гарая хана. Что за Гарая хана, да? Гарая хан. Оба мусульманские юрты были. И вы, иноверцы, из мусульманского юрта, подите вон, и вы мусульманскую веру веруйте. А будет мусульманскую веру не пойдете, давайте нам дани. Заметили? Книга вроде бы одна, но читая я эту книгу, при вас же, да, вот здесь, понимаю, что до этого, пару листов наверх, были такие названия бусурманы. А сейчас резко мусульмане говорят. Понимаете? Сейчас уже начали говорить мусульмане. До этого бусурманы, блядь. Хз, блядь. Как так? Зачем так, блядь? Я не могу понять. Сей, который к вам приехал, так, где я остановился? Будет Бог велить, сами приедем, и в грехах их не простим, прежнюю вашу вину простили, а ныне прощать не будем. Ну это как бы такой, типа, перевод, получается, Хурана, получается здесь на русском, да, так скажем, верующие прощать не будем, тут и сюда, что такое, какой-то сура, я не могу сказать, что за сура может быть это. Ну и, наверное, альхамдулля, там, вот это, какая-то, Аль-Фатиха, наверное, я не знаю, как это, на русском, короче, да. Ну, по словам как-то, то, что относится, что прежнюю вашу вину простили, а ныне прощать не будем. Или это просто слова. Но до этого как-то звучало, как будто этот перевод Курана идет. Сей, который к вам приехал, сын мой, и что слов и старших, которые к ним приехали, будете ослушно учинитесь, отнюдь прощения не будет. А будет, кто с единого Бога верует, и пророком его, вот опять вот это, видите, его и мусульманскому царю не покорится, и те мусульмане будут какие же иноверцы, и на втором пришествии вечной муки. Ну, типа неверующие, туда-сюда, короче, вот эта тема. Так, примечание.